Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада видеть вас. Посмотрите, заглянуло солнышко и подарило нам свои теплые лучи счастья. Давайте и мы подарим свои теплые улыбки друг другу. Молодцы, ребята! А теперь давайте вспомним прошедшую тему. Ребята, давайте вспомним, как мы определяем количество слогов в словах. Молодцы, ребята! Ребята, а в слове «молодцы» сколько слогов? Повторяйте за мной. Мо-лот-цы. Сколько хлопков вы услышали? Верно, ребята, 3 хлопка. Значит, в слове «молодец» 3 хлопка. А теперь, ребята, повторяйте за мной слоговую цепочку. Па-па. Ма-ма. Ребята, что вы заметили? Молодцы! Один слог звучит громче. Значит, мы этот звук произносим с большей силой. Давайте еще раз повторим. Па-па. Ма-ма. Хорошо, ребята, значит, сегодня на уроке мы с вами познакомимся с понятием ударение. Запомните это слово ударение. И также, ребята, вы научитесь произносить ударный слог. Ударение, ребята, это выделение голосом одного из слогов. Ударный слог выделяется большей силой. Если неправильно произнести ударение, мы можем изменить смысл слова. Обратите внимание на экран. Что вы видите? Верно, замок и замок. Вы заметили, что слоги в слове звучат по-разному. Один громче и протяжнее, другие тише и короче. Вы слышите хлопки, когда произносим звук протяжно? Ребята, давайте еще раз произнесем. Замок и замок. Вы слышите хлопки, когда мы произносим? Это слышится ударение. Посмотрите на следующую картину. Ребята, посмотрите на слоговую схему. В слове «замок» ударение падает на первый слог. Произносим вместе со мной. Замок. Молодцы, ребята. Сколько слогов в слове «замок»? Верно, ребята. В слове «замок» 2 слога. А теперь давайте произнесем слово «замок». Замок, ребята, в этом слове у нас 2 слога, и ударение падает на второй слог. Обратите внимание на следующие картинки. Что изображено? Верно, ребята, на первой картинке кружки, а на второй кружки. На какой слог падает ударение? В слове кружки. Верно, ребята, ударение падает на первый слог. А в слове кружки ударение падает на последний слог. В следующей картинке вы видите название цветка. Ирис. Силой голоса мы выделяем первый слог. И разновидность конфет ирис. Услышали хлопок? 1 раз, верно, ребята. Значит, в слове ирис ударение падает на второй слог. Ребята, а теперь давайте мы выполним пальчиковую гимнастику. Вот кулак, а вот ладошка. На ладошку села кошка, села мышек посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Мышки очень испугались, свои норки разбежались. Давайте еще раз с вами вместе выполним. Вот кулак, а вот ладошка. На ладошку села кошка, села мышек посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Мышки очень испугались, свои норки разбежались. Ребята, а сейчас давайте поиграем.
Игра называется «Найди домик каждого животного». Чтобы найти домик каждого животного, вам надо определить, из скольких слогов состоит слово. Посмотрите на экран. Сколько слогов в слове «кошка»? Верно, ребята, в слове «кошка» 2 слога, и ударение падает на первый слог. Значит, в домике, разделенный на 2 части, живет кошка. Сколько слогов в слове «гусь»? Правильно, ребята, в слове «гусь» 1 слог, и в домике с одним окошком живет гусь. Ребята, а сколько слогов в слове «попугай»? Давайте вместе посчитаем. По-пу-гай. В слове «попугай» 3 слога. А на какой слог падает ударение? Попугай. Молодцы, ребята! В слове «попугай» ударение падает на последний слог. А сколько слогов в слове «поросенок»? Давайте вместе произнесем. По-ро-сё-нок. В слове «поросенок» 4 слога. А на какой слог падает ударение? В слове «поросенок». Поросенок. Ударение падает на 3 слог. Молодцы, ребята! А для поросенка нужен отдельный домик с 4 окошками. Сегодня на уроке вы познакомились с ударением и научились выделять ударение в словах. Ребята, вы отлично справились с заданием. На этом наш урок окончен. Всем до скорой встречи!